Нередко на улице мы сталкиваемся с людьми без определенного места жительства. Часто они бывают истощены, с травмами, зашивленными и в состоянии алкогольного опьянения. Когда человек оказывается без дома, ему трудно понять, куда обратиться за помощью, чтобы восстановить документы, поесть, помыться, найти работу или просто элементарно погреться. Проблема социальной реабилитации граждан без определенного места жительства имеет особую актуальность в нашем северном регионе. В связи с этим уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел по республике инициировали проведение социально-благотворительной акции «Путь к дому», целью которой является оказание помощи для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, без определенного места жительства и работы, ведущих асоциальный образ жизни. В 2018 году проведено 3 этапа акции в городе Якутске. С марта 2019 акции продолжены. Всего по итогам проведенных этапов акций обратилось 199 человек. Из них пожелали реабилитироваться и социализироваться 84 человека. Всем желающим была оказана практическая помощь по вопросам размещения на временное проживание, оформления временных документов, медицинского освидетельствования на выявление инфекций, таких как туберкулез, ВИЧ, сифилис, гепатит Б и С. Эффект от этих акций. Во-первых, мы людей документируем. Потом они же представляют определенную опасность для жителей города Якутска и вообще для окружающих с точки зрения инфекций, инфекционных болезней, тоже ВИЧ, да, туберкулеза, очень острый вопрос стоит. Поэтому во всей этой акции привлекается и Министерство здравоохранения, и другие социальные службы, тот же это ночлежный дом Терях, например. У каждой службы своя линия работы. Ну, например, мы с ними, как правоохранительные органы внутренних дел, как полиция, с ними разбираемся с точки зрения совершения преступления. Ну, какую они создают оперативную обстановку в городе Якутске. Все-таки люди в силу разных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации, да, и тут проявить благодушие и такое доброе отношение и конкретно вовремя подать руку и вытащить человека из этой ямы, и в этом помогает сотрудник полиции. Конечно, это в глазах общества, это повышает авторитет полиции, правильно? Это наша прямая обязанность с точки зрения профилактики. Например, даже одного человека мы поставим путь истинный, значит, мы работаем-то не зря, скажем так. Полиция несет в основном карательные функции. Это, я думаю, мнение общества тут немножко ошибочное. Мы несем еще в то же время с точки зрения милосердия, это иногда протягиваем руку помощи для того, чтобы люди вернулись к нормальной жизни и не совершали преступления, правонарушения. Поэтому в этом отношении, конечно, эта акция нужна. Акция «Путь к дому» показывает, что работы лишь государственных организаций по социальной адаптации и реабилитации недостаточно. Большую роль играет участие в решении этой проблемы гражданское общество. Это рядовые горожане, общественные организации, бизнес-сообщества, национальные общины и землячества, которые активно подключаются к акции «Путь к дому». Именно на землячество Республики Саха-Якутия возлагается большая задача в помощи гражданам вернуться домой. Когда помогала земляку Алекнинскому, да, он ходил с земляком, то есть он ходил с человеком из Узмайского улуса. И вот я, например, выхожу на эту связь с Узмайскими улусами, да. В общем, благодаря этой акции «Путь к дому», да, общество консолидировалось вокруг решения этой проблемы, да, и самое главное, вот эти нуждающиеся в помощи, да, ощутили реальную такую вот реальный шанс, что с нашей поддержкой они могут найти себя в этом обществе, да. Наша республика считается самой многонациональной в России, поэтому на севере крепки традиции помощи нуждающимся и бездомным от людей всех национальностей, в том числе и со стороны предпринимателей и меценатов. То мы сами сталкиваемся с такими людьми каждый день, можно сказать, и из них очень есть хорошие люди, которые хотят вернуться к нормальной жизни, которые как бы готовы сами. Вот недавно был случай, когда я с ними разговаривал,
И, кстати, я сказал об этой акции, сказал то, что 31 числа будет проводиться эта акция. Они, кстати, знали, где это проводится, уже знали, как бы ознакомлены были с этой акцией. И сказали то, что придут. Они же все люди, человеки, они были кем-то там, работали где-то, у них не свои родственники. И вот государство тоже, если обеспечить начинает, вот такие встречи там организованные, и тут и люди тоже там, вот организация, вот, допустим, как мы, да, вот, помогайте, и вот это можно решать с ними. Объясните, может какие-то там, что-то там, одежда или может что-то там, где-то там, но объяснить-то можно же там, и хоть финансово там все это помогать. Но все равно же от человека остается только добро. Уже главное же, люди же мы все. Добро к добру там возвращается, ну как бы так, за это, чтобы добро сделать там, что-то чем-то помочь, короче, чтобы нормальные пути там стали. В акции принимают участие некоммерческие организации «Алмаз», «Линия жизни», «Пинуэл», «Успех», которые берут на себя проживание и реабилитацию обратившихся бездомных граждан. В этом году являемся получателями народного бюджета. То есть грант нам выделили, мы начали его осваивать. Вот мы уже полностью переоснастили восстановительный центр наш, поменяли всю бытовую технику, то есть холодильники, электроплиты, микроволновки, чайники, стиральные машины и так далее. То есть в бытовом плане жизнь налаживается, да, сейчас ждем там замену мебели, то есть это там двухъярусные кровати мы новые заказали, там дальше на очереди у нас матрасы, постельные, подушки и так далее. Сейчас вот с управой нашего промышленного округа говорили по поводу выделения места. Мы еженедельно будем проводить акцию, то есть кормить бездомных людей. По времени мы определимся каждую неделю до конца года. То есть в финансировании, вот, которое мы получили от городского округа Якутска, у нас заложены эти затраты. Вот. И сейчас мы планируем запустить помимо кормления, да, людей бездомных, еще и доставление их с улиц города, то есть восстановительные центры, то есть не только в наш, да, но и возможно это будет там Терех и другие социально ориентированные НКО. Для этого мы написали проект «Автобус для бездомных», то есть планируем приобрести микроавтобус на 7 мест, чтобы побольше места было, и использовать его вот как раз на нужды центра, то есть закупки продуктов, доставление людей на ФЛГ, анализы, доставление их с улиц к нам в восстановительный центр и проведение акции как раз «Кормить бездомных». В целях системного подхода к решению проблемы бездомных уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия направлены предложения в государственные органы. Омбудсмен обратилась к главе республики о необходимости разработать и принять нормативно-правовой акт, устанавливающий комплексные меры, направленные на социальную реабилитацию граждан без определенного места жительства и работы, ведущих асоциальный образ жизни, но желающих вернуться к нормальной жизни. В адрес главы города Якутска направлено обращение об организации специализированного учреждения, выполняющего функции вытрезвителя. Внесены предложения в Государственное собрание Алтумен о разработке законопроекта, который направлен был бы на профилактику бродяжничества, попрошайничества, на комплексную реабилитацию лиц, ранее осужденных и отбывавших наказание в местах лишения свободы. И на сегодня данное предложение находится на рассмотрении Государственного собрания Алтумен Республики Саха-Якутия. И мы видим положительный опыт коллег из Московской области. В первом чтении принят проект закона Московской области, который рассматривает комплексно вопросы конкретно категории граждан, ранее осужденных и нуждающихся в реабилитации. Кроме того, на сегодня, я думаю, что это будет также являться большим подспорьем для решения вопроса по открытию медицинского вытрезвителя на территории населенных пунктов, в частности, в городе Якутске, Республики Саха-Якутия.
который бы, как специализированное учреждение, был бы направлен на профилактику преступлений теми лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, и был бы направлен на обеспечение безопасности окружающих граждан. То есть речь идет о проекте федерального закона, который в настоящее время внесен в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. Проектом федерального закона предусматривается возможность субъектам Российской Федерации системно рассматривать вопросы открытия работы специализированных учреждений по вытрезвлению граждан, и также полномочия такие будут предусматриваться в органах местного самоуправления. Мы на сегодня знаем и видим статистику Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, когда с 2011 года по 2018 год идет рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, более 50%. Среднероссийский процент составляет 35%. На сегодня число лиц, которые доставляются по статье 20.21 КоАП Российской Федерации, тоже по ним ведется определенная работа. И в настоящее время Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия, Управление внутренних дел по городу Якутску системно с городской администрацией города Якутск прорабатывает вопросы как финансово-экономического обоснования, так и уже конкретных механизмов открытия, или это будет на принципах государственно-частного партнерства. И, кстати говоря, надо отметить о том, что такой механизм по применению и в этой сфере открытие медицинских вытрезвителей государственно-частного партнерства предусматривается в указанном проекте федерального закона. Такое предложение по итогам конкретных акций по открытию медвытрезвителей мы вносили и в адрес руководства Республики Саха-Якутия, и в адрес руководства окружной администрации города Якутск. Поэтому на сегодня мы вырабатываем конкретные механизмы, регламенты взаимодействия всех участников таких реабилитационных мероприятий. И надеемся, что компетентные органы исполнительной власти тоже будут учитывать в разработке проектов нормативных актов, например, карты реабилитации, которую мы сегодня предлагаем правительству Республики Саха-Якутия разработать, закрепить в этих проектах нормативных актов уже вот такие действенные, по мнению участников социально-благотворительной акции, механизмы, которые мы применяем на практике. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни.